Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня мы смотрим нашу клинику, Институт материнства. Это клиника женского здоровья, помогающая женщинам получить Божий подарок здоровья, малыша, крепкого долголетия и лечение каких-то там проблем, недуг, которые беспокоят женщину уже на протяжении, может быть, долгого времени. Это и есть новый корпус, акушерский корпус, где проходят чаще это роды, ведение беременности, операции акушерские. Есть и гинекологический комплекс, который имеет тоже операционный, диагностический комплекс. Это у нас ресепшн. Заходим. Здесь у нас... Здравствуйте. Это ресепшн. Сейчас представляет. Потом здесь регистрация и разделение пациентов. Поток беременных или на роды, или на кесарево, они идут налево, а поток пациентов, которые хотят получить гинекологическую диагностику, лечение, они идут направо. Ну вот на ресепшене уже здесь разводят, да? Да, направо, здесь уже налево, сортируют, да? так называемая маршрутизация пациентов. Никто не потеряется, все будут знать, куда идти. Да. Для того, чтобы обратиться, нужно иметь при себе какие-то же документы, паспорт, да? Ну и если человек хочет соблюдать конфиденциальность или хочет, или вообще не имеет определенно даже и паспорт, можно и без паспорта обратиться. Но желательно, конечно, чтобы были и паспорт, да? Ну, сразу еще оговорюсь, вот срочность, например. Вот вдруг женщину, у нее роды, да, где-то здесь в районе вашем, где ваш центр находится, могут обратиться вот экстренно к вам? Конечно, если уже роды происходят в ближайшее время, конечно, они могут неотложно это, могут обратиться, и мы можем оказать помощь. Но так как во многих частных клиниках идут договоренности заранее, то есть мы знаем, что роды это большинство не происходит так быстро, не меньше 5 часов приходится ждать, даже больше 10 часов, то они как приходят и заблаговременно, и здесь они, конечно, получают необходимую помощь, поддержку для родов. Ну, давайте начнем с гинекологического блока, наверное, да? Я знаю, что здесь ваш кабинет. Поехали, пошли. Я знаю, у вас и бахилы оранжевые какие-то, необычные, революционные. Революционные. Так, и вот этот блок у нас гинекологический. Да, здесь приемная, кабинет. Здесь она оснащена необходимым оборудованием для консультирования, для диагностики. То есть непосредственно здесь есть очень хорошая амбулаторная гинекология, то есть необходимый кольпоскоп с компьютерным приложением, необходимый аппарат для работы шейки матки, да, радиоволновой, частотный, ультразвуковой кавитатор, не только сделать диагностику, но и тут же лечить. Все необходимые, какие есть. Вот, пакет большой, который есть в гинекологии и в акушерстве, в том числе и беременных, необходимое наблюдение, это все сделается здесь. Если необходима ультразвуковая доплерометрия, 4D исследование, то тоже мы можем это проводить здесь, в нашем кабинете ультразвуковой диагностики. Здесь есть доктора, проводится исследование ультразвуковое, 4D, 3. То есть все и в диагностике, и в лечении, все на самом современном уровне, последнем уровне. Кардиотография, то есть аппаратура из Южной Кореи, из Германии, из Китая, то есть заводские, непосредственно высокого качества. Меня зовут Асанова Изабелла Сангуловна, я акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики. В нашей клинике мы проводим исследования, скрининг беременных, ультразвук всех органов системы, внутренних органов, щитовидной, молочной железы. В области урологии на аппарате Mindray DC-40. Аппарат он очень шикарный, хорошая визуализация, у нас 3 датчика, значит, линейный, конвексный и вагинальный. Затем он обладает со всеми своими современными параметрами. Мы также проводим на нем доплерометрию. Это очень важно на сегодняшний день, потому что именно благодаря доплеру происходит у нас скрининг и всевозможные выявления патологии, особенно у беременных женщин во всех сроках. Ну вот скажите мне, пожалуйста, я знаю, что это была ваша мечта, иметь свой центр, да? Сколько лет вы к ней шли, Максим Скирович? Сколько вы лет уже вот проработали в наших государственных больницах и прокурировали еще
все наши районные, и вообще все наши областные больницы. Ну, конечно, мечтал Поднимаемся, да, пока что? Мечтал уже 25 с лишним лет, мечтал о своей клинике. А планировал, конечно, 10 лет. Шел к этой мечте, наверное, 5 лет. 5 лет. Да. Только... 5 лет, причем не оставляя своего основного занятия. Да, без отрывок. Обучение. Наставничество, разработка, организация, обучение для врачей, адвокация врачей. И сегодня я знаю, что вы здесь, вот на этой базе обучаете, да? Да, у нас здесь есть свой центр, лицензированный Министерством образования и науки. Называется он научно-образовательный центр Ассоциации гинекологов и неонатологов. Здесь обучаются не только ординаторы, аспиранты, но и врачи. Очень интересные курсы у нас есть. Этот этаж для беременных и гинекологических больных. Давайте посмотрим несколько кабинетов, как они выглядят просто. Ну, здесь вот... Ага. Ой, Это палата. Стационар или это палата? Это да? послеоперационная палата. Вот так. Ага. Это послеоперационная, после гинекологических операций. Это Да. родовая палата, Да. Это для беременных палата. Ага. Я помню, мы здесь были в прошлый раз, и к вам обращаются пары, многие те, которые не имеют детей, хотели по бы, бесплодию, да? По бесплодию. То есть здесь обращение... Или не могут выносить плод, приходится им оказывать дополнительно, кроме лекарств, еще малые операции, чтобы, например, швы накладывать на шейку, писарий, например, делать сложные анализы, и потом на основе этих анализов делать некоторые инъекции сложные. Ну, вы знаете, я бы вот что хотела еще раз акцентировать наше внимание. Мы недавно только об этом говорили с вами, да, что даже не важно, вот, как выстроены стены, как это все выглядит. Ближе к домашнему. Какие специалисты, правильно. В руки каких специалистов попадет та или иная женщина, та или иная семья, правильно? Планирование. Главное, оказывается, не только вот именно ресурсы материальные, но и ресурсы человеческие. И эти человеческие ресурсы – это опыт, профессионализм, навыки, уровень обучения, командный подход и, естественно, вот эти гуманитарные качества человека. Это человечность, гуманность, любовь к человеку. Скажите, пожалуйста, вот, Оксана Федорович, вот по географии страны нашей, каких, наверное, у вас только не было точках, да? Вы ведь долгое время работаете еще и в проекте «Форта», финансирование основного результата. Я помню, была огромная работа по обучению персонала. Это около 100 стационаров районного уровня, около 7 стационаров областного уровня. И первичная организация амбулаторной помощи – это около, наверное, 20 с лишним. Мы им провели действительно колоссальное обучение. Идем дальше. Теперь мы идем в акушерский операционно-реанимационный блок. Самое это. Да. Здесь у нас находится пациентка перед операцией в реанимационную палату. Вот у нас реанимационная палата на 2 койки. Прямо. После операции, конечно, как говорится, здесь есть контакт. Мы партнера можем положить на эту кровать, а женщину можем потом отсюда на эту кровать. То есть кесарево сечение не является преградой для контакта кожи партнеру. Малыш должен получить тепло от своих родителей. Он не должен получить гипотермию. Да? Есть разные мнения. В последнее время даже из Минздрава приходят такие мнения, что партнерские роды типа нам не нужны. Да? Там есть всякие религиозного толка рассуждения, что, может быть, и не надо. Но вы сами из своего опыта что скажете по партнерским родам? Каковы ваши наблюдения и заключения? Ну, международная мировая наука все-таки она подтверждает, что партнерский род это полезно, это научная методология, это медицинская технология, которая помогает детям и женщине справиться вот в этот ранний неонатальный период. А свой опыт, который более 25 лет, я провожу на сегодняшний день очень много родов, где-то, наверное, ежегодно с лично моими руками я касаюсь около 50-60 родов в месяц. Считайте, это сколько накопилось. Я могу сказать, что партнер действительно помогает в отношении как обеспечения теплового комфорта для малыша, так и немедицинские
факторы — это то, что вот встреча малыша в условиях более безопасности, да. Та же самая микробная флора, которая обсеменяет малыша, это тоже полезно для новорожденного. Ну а самая еще большая поддержка моральная — это для самой женщины. И это, наверное, правильно, есть выбор, да, у каждого пациента. Хорошо, Да, что есть предоставляем выбор, такой конечно, выбор. Василий Аскерович, ну вот чтобы такую больницу открыть, ведь нужно разрешение, да, нужно лицензию получить, да. правильно? Поэтому наверняка она соответствует всем Конечно, стандартам, существуют, правильно? Да, здесь предварительный проект, согласование с другими службами, и только в конце, в финале, это санэпидстанция и Министерство здравоохранения, лицензионный отдел. Все эти инстанции мы прошли, и проект, конечно, спланирован, был одобрен архитекторами. На сегодняшний день этот проект соответствует стандарту. То есть каждая площадь, тот же самая площадь операционного блока. И вот он операционный. Вот наш операционный. Наверное, для вас это, наверное, была самая главная мечта. Да, это... нужда, правильно? Да. Я давно мечтал иметь операционную, соответствующую всем стандартам. Здесь есть вентиляционно-протяжная система. Вы знаете, во многих роддомах не везде есть эти системы безопасности. Эта система здесь существует. Оборудование все новое. И видите, здесь большинство изделий одноразовые. То есть особенно для материнства нужны одноразовые изделия. Это один из методов снижения гнойно-септических осложнений, операционных осложнений, послеоперационных осложнений. Это одноразовые изделия, нам удается это использовать для каждой нашей пациентки. Есть новые аппараты, которые не отличаются модели. Если, например, раньше в постсоветское время это громоздкие большие аппараты, сейчас новые модели, они настолько портативные и по качеству даже и лучше, чем эти модели. Да? Ну, конечно, мы стремимся еще здесь эндоскопическую аппаратуру иметь. Конечно, мы стремимся здесь еще усилить возможности, если есть уход за крайне малым весом новорожденных. Мы, конечно, роддом ориентирован больше на физиологические беременности, меньше на патологические беременности, но вы знаете, хоть есть 15% патологических беременностей, где детки могут быть очень крайне маловесными, здесь, конечно, нам нужны особые технологии, чтобы выхаживать таких маленьких младенцев. Ну, раз уже заговорили, да, про младенцев, про неврологическую помощь, здесь как бы тоже продумано наверняка. Да? Наверняка. Шаги по спасению, по реанимации новорожденных. Частная акушерская клиника, она отличается тем, что в других службах можно узконаправленно работать, только операционные технологии сделать. А здесь большая технология реанимационная, большая технология неонатальной службы. Да? И здесь нужны, конечно, готовность на всех случаях 24 часа 7 дней, готовность врачей, которые имеют очень хорошие навыки по неонатологии. Вы знаете, сегодня, кроме того, что вы обеспечиваете дорогим оборудованием неонатальным, нужны еще очень высококлассные специалисты. То есть у них действительно очень отработаны хорошо навыки именно работы с маленькими маловесными детками. Ну, в этом я не сомневаюсь, что вы рядом с собой не поставите непрофессионалов, потому что вы очень чутко к этому относитесь. Да? Сколько человек сегодня у вас здесь работает? У нас по штату 15 человек, из них 5 совместителей. Но эти 15 человек обеспечивают, по крайней мере, 24 часа 7 дней необходимую бригаду по реанимации, по неонатологии и по акушерству. А еще расскажите мне, пожалуйста, а вот взаимодействие, может быть, с другими какими-то государственными, частными? Конечно, договорные отношения есть, особенно по утилизации медицинских отходов. Есть у нас городская бишкекская организация, которая обеспечивает утилизацию всем организациям здравоохранения. То есть она обслуживает и государственные, и частные клиники. То есть там все стандарты по утилизации медотходов улучшены, поставлены на хорошем уровне. Есть еще и договоренность с другими организациями по вакцинации. Если, например, у нас вакцинация из-за малого количества родов не можем провести, мы перенаправляем, и другие организации, например, Центр семейной медицины или другие роддома, перинатальный центр, могут за нас сделать эту недостающую прививку. Да? То есть сегодня в Кыргызстане вот так неправильно рассуждать, что это частники, это государственные, у нас одна цель. Да? Одна цель – дать хорошую, безопасную, качественную помощь детям, матерям, женщинам. Так, перейдем дальше. Что дальше у нас?
А это дорога в родзал. Да. Ух ты. Пошли дальше в родзал. Если женщина, мы планируем на роды, или она в родах, и мы хотим, чтобы она родила вагинально, то мы идем в родзал вместе с партнером желательно. А вот, например, эти женщины, сегодня есть женщины, которые говорят: нет, доктор, я хочу, чтобы вы мне сделали кесарево. Вы здесь как-то идете навстречу женщине, да? Ну, такой просьбу мы не можем выполнить, потому что есть все-таки нормативы Кыргызстана, где есть четкие показания для кесарь-сечения. А в целом мы должны проводить так называемое предиктивное акушерство. Есть новый термин появился во всем мире, то есть прогнозировать исходы и предупредить неблагоприятный результат. Это называется предиктивное акушерство. Еще такой немаловажный вопрос. Сегодня по каким-то религиозным убеждениям женщины или их мужья не хотят, чтобы они наблюдали своих мужчин, Да, гинекологов, акушеров, это и да? есть. Как-то вот у вас были такие случаи? Пойдемте дальше. Да, были случаи. Как вы решаете эти вопросы? Хватает у вас... В первую очередь, это, конечно, диалог. Это диалог. Мы хотим узнать мнение женщины, мнение партнера. Мы уважаем их права. Если в форме после нашего диалога бывает так, что они действительно убеждаются, что здесь важно не пол, а качество, профессионализм, тогда они соглашаются, и мы ведем дальше и роды, или диагностику бесплодия, или операцию, хирургическое лечение. Есть эпизоды, где отказываются, и мы можем сказать: пожалуйста, мы можем перенаправить. Ни в коем случае нет такого интереса конкуренции. Обязательно перенаправить бою тоже к профессионалу. Да, но всегда можно договориться, правильно? Да. Поэтому баталий даже в этом случае... Никаких. Баталий. В любом случае с уважением семье, и с традиция. позитивом, с поддержкой. То есть даже если от нас отказываются, мы поддерживаем, предоставляем права. Вот мы дошли до родзала, да? Да? Вот родзал. Вот. Родзал у нас по типу отельных комнат для каждой одной женщины, индивидуальная родильная комната. И вот эта отельная комната, она должна быть обеспечена и по стандарту, но и ближе к отелям, да, то есть более комфортным. Вы видите индивидуальная родильная комната, кровать специально многофункциональная. Но здесь уже рожали женщины? Да, Что уже такое новое? у нас 2 родов уже было. Реанимационный столик для малыша в любом случае. То есть мы не знаем, роды могут закончиться и с асфиксией ребенка, поэтому готовность к реанимации должна быть. Секунды решают важные моменты, да. Ну, а здесь есть и наборы лекарств, наборы для приема родов. Обязательно, конечно, удобство. И здесь удобство, конечно... То, чего не было в моих... Да, в родильных залах этого не бывает. Душевая тут же рядом и туалет, биде вместе. Если у нас ребенок нуждается в дальнейшем уходе, у нас есть неонатальный блок, неонатальная реанимация, комната для реанимации новорожденного, для выхаживания на кювезе, с кислородом, с питанием. Да, есть поток кислорода со всеми современными стандартами. Есть. Для детей, да? Да, инфузомат, кювезы рабочие. И обязательно температурный режим, да? Да, для тепловой комфорт. 21 градус, насколько я помню, да? 25 в помещении, если преждевременный 27 градусов. Вот так. Да, Температура уже такая, это да? в помещении, а в кювезе по параметрам аппаратуры. Комната прививочная, мы еще пока не оборудовали, просто как называется прививочная. Ну, я думаю, Ну и что палаты. ваш центр не будет пустовать, потому что вас иногда даже разыскивают, со всей страны ищут ваши контакты, чтобы с вами связаться, проконсультироваться. Это палаты, да? Это палаты, послеродовые, с отдельной комнатой для питания, для посещающих, да, для партнеров, для посещающих. Кровати, видите, настолько широкие, чтобы мама могла с ребенком лежать. Сейчас настолько мы женщинам предоставляем отдельную кровать для малыша, но они все равно забирают к себе. С учетом вот этого, мы были еще в районах, где на этих узких кроватях мамы иногда сдавливали своих детей. Чтобы этого не произошло, мы вот решили делать большие кровати просторные на 1,5 метра, чтобы они могли безопасно и комфортно лежать. Да? Да, Мама все равно забирает ребенка к себе. Все для здоровья, да?
Ну и пока вот идем дальше, да, вот, что касается вообще показателей материнской, детской смертности в Афганистане, есть какие-то обнадеживающие показатели? Конечно, за эти 20 лет, по крайней мере, эти показатели улучшились. 20 лет там назад эти показатели были не очень хорошие, достаточно даже. И даже в абсолютном количестве у нас погибало женщин почти ближе к 100, 90 женщин или 80 с чем-то женщин в год. А сейчас это меньше, где-то около 40 женщин, но количество родов много, поэтому, естественно, в процентном соотношении у нас уменьшается, у нас улучшается. Это палата люкс, это. Да. Душевая отдельно со всеми. Да, вот, пожалуйста. Сейчас женщины тоже уже Выбирает отельный. выбирают, да, не обязательно хотят, чтобы была горячая вода, чтобы Да. был отдельный туалет. Индивидуальность, Да, да. одноместность. Да, да, Это да. действительно, То есть это уже не санитарки с комфорт, а чайниками ушли в пожелание, да. прошлое. Санитарки с чайниками. У нас на 3-м этаже такая же ситуация, такие же комнаты. Ну, я думаю, достаточно. Да. Да. Ну, светло, да, все в таких тонах сделано. Это у нас другая операционная. Есть еще вторая операционная, да? Да. Операционная дверь. Да, гинекологическая и акушерская. Вот чем отличается? Это гинекологическая, и вы видите, это новый аппарат, итальянский, он называется уродинометр. Да. Мы его завезли только что из Италии. Такой аппарат. На эндоскоп похож. Да, на эндоскоп. Этот аппарат чем хорош? Он измеряет, вот видите, столько гнезд, сколько полостей есть в человеческом организме, а там он измеряет давление. Например, в брюшной полости через прямую кишку, в мочевом пузыре, в уретре, сколько давления идет и так далее, да, струи мочи, насколько идет. То есть это как электрокардиограмма функции мочевого пузыря и рядом смежных органов. И это особенно, когда мы говорим о недержании мочи, о стрессовом недержании мочи, о гиперактивном мочевом пузыре. И нужна дифференциация именно аппаратуры, доказывает объективно. И вот этот аппарат помогает нам поставить этот диагноз и причину находить, почему у них выпадает, или прогнозировать, у кого, когда произойдет выпадение, и нужно что делать, или лекарствами, или операцией. То есть речь идет о контроле какого-то операционного процесса, правильно? То есть это... Предоперационного, да. То есть кому-то не надо операцию делать, только диагностику своевременную, а кому-то надо уже делать операцию более несложную. Потому что многие наши пациенты приходят уже в тот этап, когда уже делать надо сложную операцию. Это много затратно, это много рискованно и так далее, чем когда мы занимаемся или профилактикой, или лечением, когда умеренная степень, легкая степень. Дорогие наши женщины, дорогие наши друзья, мы хотим вам сказать, добро пожаловать в нашу клинику Институт материнства, Инерик Институт Клиника С, который окажет вам своевременную диагностику, качественную диагностику, лечение, поддержку, реабилитацию, когда есть проблемы по женскому здоровью, когда есть проблемы по бесплодию или надо вынашивать беременность более безопасно и родить успешно.